Дорогие друзья, с наступающим Днем Победы вас! Ура! Всех с праздничком! Ура! Ура! Друзья, добро пожаловать в город Якутск. У нас жара, 11 градусов, солнышко, погода отличная, 4 мая. Мы с вами находимся в каком-то гаражном, не знаю, как это назвать. Здесь у нас студия звукозаписи Евгения Мухина. Вот он собственной персоны, наш самый талантливый человек Якутии, один из, музыкант, я не знаю, как еще, это композитор, певец, все вместе, много раз. Замечательный человек. Да, и педагог, вот Анин. Анин супруг помогает, конечно же, Женя. Женя и Анютка приехали из Питера и остались здесь жить. Вот Анютка наша. Главная героиня сегодняшнего клипа будет исполнять нам замечательную песню в честь 80-летия Победы. Да. Как песенка называется? На безымянной высоте. На безымянной высоте. Шикарная песня. Я уже слышал Анина исполнение, просто замечательно. Ну и Женя нам сегодня поможет это все оформить профессионально. Недавно открыл здесь студию звукозаписи. Недавно же, да? Сколько? Да, ну, месяца два. Месяца два даже назад. Так что я тебя поздравляю с этим замечательным открытием. И еще я вижу, что здесь. Как только зашел, увидел барабанную установку, и у меня, можно сказать, сразу потекли на нее слюнки. Когда раньше я играл. Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только двое. Все, песню мы закончили. Сейчас едем снимать клип. Куда мы едем, Анютка? На Площадь Победы? Площадь Победы. Наверняка будем там снимать. И вообще по городу Якутску. Сейчас у нас как раз в честь 80-летия Победы все украшено в городе должно быть. Посмотрим и вот снимем для вас клип, а в конце его покажем. Можно живую записать эту Настю. Я не знаю ни нот, ни фортепиано. Вот все мимо меня. Единственное, что было, на саксофоне я научилась 2 песни играть. А как был бы он? Обсуждаем, как люди приходят к творчеству. Вот Женя говорит, он 10 лет работал кладовщиком. На саксофоне, вот. А я на У саксофоне меня говорила. отец Анютка хотел играла. на саксофон отдать, а я постеснялся и не пошел. Стеснение? Я ходил, вернее, как типа на репетиции, а сам гулял. А потом они встретились с этим, ну, батин друг, короче. А он ни разу, говорит, не пришел. И когда ты начал в итоге заниматься? Сколько лет назад? Старый? Да, это в детстве. Не, а вот музыка вот сейчас вот так вот профессионально уже. А, ну, лет 15-16. А, ну давно уже, да? Так? Записью лет 10 уже. М. Ну, все, учусь. Каждый раз слушаешь свои записи, думаешь, блин, не то. И пытаешься лучше сделать. Я честно скажу, немножечко даже задумалась, а не пойти ли мне в музыкалку. Ну, Никогда же не поздно. Нет уже такого. Вот что- Анютка открыла себе талант пения, так что и уже нацелена, да? Ну, Да. там до таланта, конечно, очень далеко, но Нет, он открыт, но теперь тебе уже- нужно развивать. да. Но Да. самое интересное, что для меня было удивлением, то, что этому реально можно прямо учиться, потому что я там 6 месяцев назад, я сегодня намного увереннее пою. В общем, друзья, решила сегодня совместить съемку клипа для Ани с каким-то сюжетом для вас в честь 9 мая, постараться выпустить его именно в этот день, в этот великий праздник, юбилейная дата, 80 лет Великой Победы, невероятный подвиг советского народа. Конечно, сейчас по-разному кто-то к нему стал относиться, но лично я считаю, мое мнение, что мы это никогда не должны забывать и всегда чтить память наших предков, которые победили в этой ужасной войне.
И это даже должен быть именно праздник Победы. Кто-то говорит День скорби, там у нас есть День скорби, это 22 июня можно, но именно 9 мая это все-таки день великой победы, великого подвига, великого советского народа. Я считаю так. Ну и вот, друзья, перед вами площадь Победы. Здесь у нас будут 9 мая происходить празднования. Вообще в Якутии, конечно, очень много талантливых людей, и сложно кого-то выделить так как самого талантливого, потому что каждый талантлив по-своему. И вот я к Евгению ходил на концерты, помню, ребята вот меня с ним познакомили, еще у нас есть группы разные, там «Самое время», например, ребята тоже молодцы. Ну, вообще в разных сферах, и даже, получается, Якутия раскрывает внутренние таланты людей, даже тех, кто приезжает, получается. Вот я приехал сюда, раскрылась внутри вот у меня вот съемку вот эту, да, я же раньше этим особо не занимался, только здесь в Якутии начал все это вести, снимать, и целый фильм даже сделал. Аня вот, например, она никогда не пела, сейчас это она поет. Тоже вот это в Якутии все началось, поэтому действительно эта земля как-то заряжает какой-то творческой энергией, жизненной энергией, поэтому отсюда так сложно потом уехать. И вот ребята остались, я здесь уже сколько, 7-й год живу. Ну и, конечно, всегда приятно встретить здесь этот праздник, 9 мая. Здесь тоже очень много ветеранов, очень много людей ушло на фронт, много погибших. Есть и те, кто вернулись, себя очень хорошо проявили на войне. Многие есть снайпера, особенно здесь же мужики-охотники. Они с детства умеют стрелять, что тогда, что сейчас. И, в принципе, сегодня они себя также проявляют высокопрофессионально в этом плане. Ребят, тоже съемка, родители пришли с детками, с маленькими. Вот тоже прививают любовь, уважение к этому празднику. Это очень здорово будущим поколениям. Вот пришли всей семьей почтить память своих предков. Своих предков, односельчан, ну, возможно, думаю, родственники, потому что, ну, Алас это как бы наша, ну, где наши родичи, да, жили Аласами, ну, как бы, как сказать-то. Ну, я понимаю, да. Ага. И хотим вот почтить память нашим героям и хотим передать нашему поколению. Тут у нас 4 поколения. 4. Да, вот прадедушка, ну, я ее, ну, дочка, моя дочка. И мои дети. Внучка и правнук. О, здорово. Всей семьей Гороховой, получается? Да, Горохова. Ну, дедушка у нас Горохов. Горохова. А дочка замужем Ефесимцева. Здорово, эту свечки даже принесли, да? Да, еще дальше пойдем на вечный огонь. Это классно, что вот будущим поколениям, потому что забывается с годами, сейчас вообще искажает все. И очень важно, чтобы помнили и не только мы, но и наши дети, внуки. Молодцы. Встретил Батыра, моего соратника по экспедиции на остров Бенетта. Спасатель, начальник уже большой, да? Молодец вообще. Очень рад за тебя. Ну, думаю, что вы хотите всех поздравить, пользуясь случаем. Ну, конечно, в эти майские праздники хотим поздравить всех с наступающим днем, с такой знаменательной датой, 80 лет Победы. Всем привет, всех поздравляем. Ну, Ура! 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 Город-герой Севастополь, Керчь. Женя у нас из Керчи. Анютка тоже, у нее бабушка, дедушка в Севастополе много времени провела. У меня там сестренка живет. Поэтому это обязательно мы хотим ставить в клип. Еще у нас город-герой Ленинград где-то там. Да. Да, Женя? Да? Женя у нас звукач, помогает нам в съемке с колонкой.
Людей очень много на площади. Сегодня выходной день. Ну, тут разные у нас города. И вот город-герой Ленинград. Очень мне нравится этот памятник. Так здорово сделали. Передает дух, трагедию того времени. Как женщины продолжали на фронт своих мужей, сыновей, ждали их. А мужчины мужественно, с гордо поднятой головой шли побеждать этого коварного врага. Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только двое из 18 ребят. Как много их, друзей хороших, лежать осталось в темноте у незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте светилась, падая, ракета, когда горевшая звезда, кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Над нами мессеры кружили, и было видно, словно днем, но только крепче мы дружили. Под перекрестным артогнем, и как бы трудно не бывало, ты верен был своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Не часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в 3 наката, сосна сгоревшая над ней, как будто вновь я вместе с ними стою на огненной черте. У незнакомого поселка на безымянной